Охрана труда – залог эффективного развития предприятия. На днях прошел практический семинар на эту тему. Формирование комфортной городской среды. Сибай стал активным участником данного проекта. День Петра и Февронии в городе отметили всероссийский праздник. Теперь об этом и другом более подробно. В эфире городского телевидения информационный выпуск новостей в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте. На днях в Доме молодежи «Мир» прошел практический семинар по вопросам охраны труда для руководителей и специалистов организаций. Для проведения рабочего совещания в Сибай прибыл заместитель министра по охране труда Республики Башкортостан Юрий Мельников. Какие основные темы обсуждались на практикуме, расскажет Евдокия Титаренко. Самую высокую ценность на производстве, по словам специалистов, составляет не размер дохода, не рентабельность компании, не количество производимой продукции, а именно люди и их здоровье. Потому охрана труда, а также неукоснительное соблюдение техники безопасности на производстве так важны в каждой организации. Именно об этом говорилось на рабочем совещании заместителя министра по охране труда Юрия Мельникова и представителей различных производственных компаний. Мы проводим очередной семинар, посвященный теме охране труда. Тема эта актуальная, все вы прекрасно об этом знаете. И с учетом той статистики, которая негативной, отрицательной статистики, которая была в 2016 году по теме производственного травматизма и теми изменениями в законодательстве, которые планируется внести, начиная с Трудового кодекса, изменяется целый раздел, и заканчивая уже подзаконными нормативно-правовыми актами. Я думаю, что мы немного этой темы в дальнейшем коснемся. Еще одним из гостей семинара по охране труда стал Валерий Апокин, заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Башкортостан. Действительно, вы знаете, достаточно много мы с вами уже умеем в вопросах регулирования оплаты труда, в вопросах социальных гарантий. И не все получается, но, по крайней мере, технологии, как решать эти вопросы, мы знаем. И, к сожалению, очень много проблем возникает как раз в области безопасности труда. Это та область, в которой трудно поправить потом ситуацию, потому что профзаболевания, тяжелые случаи, ну и, не дай бог, смертельные случаи, это уже непоправимый ущерб семье и вообще жизни человека. Поэтому в этой области действительно мы вместе с Министерством труда, Федерация профсоюзов, считаем очень полезно и нужно встречаться именно на территориях для обсуждения этих тем, этих проблем, и, может быть, на месте, чтобы показать ситуацию, как нужно из многих ситуаций выходить. Благодаря охране труда обеспечивается не только безопасность работников при исполнении ими своих обязанностей. В действительности сюда еще относят множество наиболее разнообразных мероприятий. К примеру, профилактика какой-либо профессиональной болезни, полноценный отдых и питание специалистов во время рабочего перерыва, предоставление им нужной спецодежды, гигиенических средств и так далее. Кроме всего этого, еще должны быть выполнены социальные льготы и гарантии. Контролировать соблюдение данных важных элементов безопасного труда – задача представителей профсоюзов. По словам экспертов, профсоюзные организации на каждом производстве – необходимая часть охраны труда. Результаты общественного контроля показывают, что на предприятиях, где организован общественный контроль, хорошо и качественно поставлена работа по охране труда. Созданы соответствующие условия. Внедрена система управления охраной труда. Качественно проводятся медосмотры. Своевременно проводится специальная оценка условий труда. Проводится обучение, проверка знаний, инструктажи и стажировки. Изданы приказы о назначении ответственных лиц. Они прекрасно исполняют свои обязанности. В Федерации профсоюзов для организации общественного контроля создана целая структура. Это 17 технических инспекторов труда, это более 4000 комиссий, комитетов по охране труда, изданных уже в соответствии с 218 статьей Трудового кодекса непосредственно в организациях. И наша самая большая армия, наш мощный кулак, это 11 тысяч уполномоченных по охране труда. И уполномоченные по охране труда, как самое массовое звено и постоянно находясь среди работников,
что оказывает непосредственное влияние на вопросы безопасности. Помимо профсоюзных организаций на производстве, на семинаре была озвучена еще одна составляющая безопасного труда – это регулярность проведения инструктажей на рабочем месте. По статистике, приведенной экспертами, в большинстве случаев производственные травмы и смертельные случаи на производстве происходят именно с опытными работниками. А все потому, что мастера с большим стажем считают необязательным изучение и повторение правил безопасности. По последним случаям производственный травматизм смертельный происходит не с новичками, те, которые пришли, а с работниками, которые длительное время работают. А, как называют их руководители организации, они являются профессионалами. В том числе и случай вот на УГОК, это когда во время взрыва погибло 2 людей. То есть профессионалы, им уже не уделяют столько внимания. Инструктажи как, ну ладно, ты все знаешь, иди подпиши. И они как бы вот этапность, вот это вот мы всегда говорим, вот 3 этапа в деле, они начинают, ну что, я уже знаю все, это 2-й этап выкину, то есть как бы оптимизируют процесс, и ошибка и погибают, или там тяжелые травмы возникают. Поэтому мне бы хотелось бы, вне зависимости, стаж маленький, большой, новичок или профессионал, со всеми нужно заниматься. И не просто инструктажи проводить, идите распишитесь, и этого будет достаточно. Провести с какими-то практическими моментами. Потому что свойство памяти, как забывание, никто его не отменял. Подводя итоги семинара, специалисты отметили, благодаря грамотному подходу к организации охраны труда в компании, правильному использованию разнообразных нематериальных методов стимулирования рабочих, последние получают соответствующую надежность, стабильность и заинтересованность начальства. Поскольку существует наиболее налаженная охрана труда, значительно снижаются производственные травмы текучих специалистов, что также благоприятно воздействует на стабильность всего производства. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В России реализуется проект формирования комфортной городской среды, рассчитанный на 2017 год и последующие 5 лет. Цель проекта – создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории России. В своем ежегодном послании Федеральному собранию президент страны отметил важность вопроса благоустройства. Он был определен как один из приоритетных направлений работы. По инициативе партии «Единая Россия» на создание комфортной городской среды в федеральном бюджете были заложены 20 миллиардов рублей. Сибай стал активным участником данного проекта. Подробности смотрите далее. Машины на проезжей части, на зеленой зоне, на тротуаре, везде. Это еще в рабочее время. Здесь для автомобилей нет места, а потому они занимают все пространство. Частое противоречие в городских дворах. Одной из актуальных проблем своего двора жители домов улицы Кусимова и Индустриальное шоссе включили в проект формирования комфортной городской среды. Я живу в этом доме с самого рождения, 95-го года. Проблемы какие? Проблемы парковки. Нет тротуара у нас, фактически только проезжая часть. Если вот, допустим, женщина с ребенком вот утром наблюдая, я на пенсии, идет, машина идет, разъехаться проблематично, тротуара нет. Ну а так, все вот тут же на виду, все. Парковку, вот эту парковку мы, вот что заасфальтировано, делали своими руками, за свои средства. А потом число машин увеличиваться. Вот мы, что смогли, тут перенесли вот этот. Тут надо, наверное, асфальтировать что-то, чтобы тут дожди, грязь. Приоритетный проект предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству как дворовых территорий, так и общественно значимых городских пространств. На внутридомовых территориях предусмотрены ремонт проездов, освещение, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детских игровых площадок, автомобильных парковок, озеленение, ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. Средства на реализацию проектов благоустройства выделяются из бюджетов 3 уровней – федерального, регионального и городского. В Сибай в проект попали 4 квартала, все они расположены в микрорайоне Восточный. Его результаты в скором времени оценят жители Индустриального шоссе, улиц Ветеранов, Строителей и Чайковского. В этих кварталах уже идут ремонтные работы. Кстати, ход строительства можно увидеть и в интернете в режиме реального времени. В целях обеспечения контроля реализации проекта в установленные сроки и качества работ на указанных дворовых территориях организовано видеонаблюдение. Евдокия Титаренко, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.
Особым почетом среди населения пользуются даты военной истории нашей страны. Ежегодно 10 июля отмечается День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении. Иначе говоря, это День воинской славы России. Какую войну пережил русский народ, сколько длилась битва и каким итогом она закончилась? Ответы на эти и другие вопросы узнаете в следующем сюжете. В конце 17-го, начале 18 века Шведская империя являлась господствующей державой на Балтийском море. В 1697 году Швецию возглавил 15-летний Карл XII, и юный возраст монарха стал поводом для соседей – России, Саксонии и Датско-Норвежского королевства – реализовать свои территориальные претензии к Швеции. Эти три государства образовали Северный союз, инициатором которого стал кюрфюрст Саксонии и король польский Август II. Северная война считается одной из самых долгих в истории человечества. Ее длительность составила 21 год. Одним из самых ключевых моментов этого события стала Полтавская битва, в которой Швеция сражалась с российскими войсками. Она состоялась 8 июля 1709 года, и в ней принимала участие русская армия Петра I и армия под руководством Карла XII, шведского короля. Следует сказать, что эта война была достаточно долгой, длилась 21 год. Но, тем не менее, именно этот день, 10 июля 1709 года, он вошел в российскую историю, военную историю, как одну из решающих битв в Северной войне, которая положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе. Весной 1709 года шведские войска, вторгшиеся на территорию России, начали осаду Полтавы. 8 июля на военном совете Петр I решился на генеральное сражение, и уже 10 июля в результате Полтавской битвы армия юного шведского короля Карла XII была полностью уничтожена. Следует сказать, что в военных кампаниях 1701, 1705, 1708, 1710 годов принимали участие отряды из башкир. Так, в октябре 1709 года тысячная команда башкир в корпусе Шереметьево приняла участие в блокаде города Рига, тогда она была шведским городом, и гарнизон сдался 4 июля 1710 года. По возвращению те башкиры, которые служили и принимали участие в этой решающей битве, за отвагу и мужество были награждены, пожалованы титулом Тарханов. Как утверждают историки, знать о Полтавской битве должен каждый, так как именно через эти события молодое поколение будет узнавать о подвигах своих предков и брать с них пример. Военную историю государства, российскую военную историю башкирскую необходимо знать и старшим, и младшим, так как это путь героизма и подвига наших солдат, которые своей мужестью, смелостью, храбростью, кровью отдавали все свои силы, так скажем, на защиту нашей Родины. Этих памятных дней не так уж и много, как и дней воинской славы, поэтому мы должны бережно и трепетно относиться к этим датам, важнейшим в истории нашей государственности, я так полагаю, и напоминать об этом молодому поколению. Первый раз победу в Полтавской битве отмечали в день ее 200-летия, в 1909 году, а на месте самой битвы был основан музей-заповедник «Поле Полтавской битвы» и установлены памятники. С 1995 года ежегодно 10 июля эта дата отмечается как День воинской славы России. В России всего отмечается порядка 20 дней воинской славы. Каждая дата – важная часть истории нашей страны, поэтому важно знать и помнить о них. Данил Алибаев, Олег Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. 8 июля в России отмечался День семьи, любви и верности. Накануне праздника традиционно чествовали юбиляров семейной жизни, а также молодые пары регистрировали свои отношения. Парк культуры и отдыха не остался в стороне от этого замечательного праздника. В День семьи, любви и верности здесь посетителей ждал концерт, скидки на аттракционы и парад колясок. Наша съемочная группа побывала и на этом мероприятии.
Парк культуры и отдыха – это одно из главных городских мест отдыха. Взрослые и дети с интересом и пользой для здоровья проводят здесь свободное время. Помимо аттракционов, любой желающий может принять участие в конкурсных, игровых и концертных программах. Каждый год проводимые мероприятия собирают в парке все больше сибайцев и гостей города. Например, в этом сезоне здесь прошли баттл скейтбордистов, День паб, фестиваль парковой йоги. Большое внимание руководство уделило и Дню семьи, любви и верности. Перед собравшейся детворой и взрослыми выступили студия танца и фитнеса «Мандарин», танцевально-спортивный клуб «Вертикаль», шоу-группа «Эйфория» и другие исполнители города. Баю-баюшки баю, все танцуют и поют. Баю-баю, скок-поскок, скачет серенький волчок. Скачут овцы на траве, скачут мысли в голове. Баю-баю, бай-бай, громче музыка играй. Баю, шуби-дуби-бай, двигайте умнее. За все время проведения концерта на территории парка гуляли обаятельные сказочные персонажи Нюша и Крош. Любимчики детей развлекали гостей и фотографировались. Тем временем папы и мамы участвовали в параде колясок. Каждый ребенок мечтает оказаться не просто в обычной коляске, а побывать в удивительно сказочном мире со всеми удобствами. Участники парада решили сотворить настоящие чудеса своими руками, и у них это получилось. Коляски в цветочном стиле, полицейская машина, космическая ракета и многие другие замечательные задумки авторов радовали глаз посетителей парка. В этом году колонна состояла из 7 детских экипажей участников. Каждый из них получил подарки и, конечно же, прекрасное летнее настроение. Кстати, парад колясок проводится в Сибае уже не первый год, а вообще это явление появилось в России сравнительно недавно. Первое мероприятие состоялось в Екатеринбурге в 2008 году. За несколько лет идея настолько прижилась и полюбилась родителям нашей страны, что парады начали проводиться на всей территории России. Вот так прошел в парке один из самых семейных праздников. Какой будет следующий, сибайцы уже могут начать придумывать. Наиля Ахмедшина, Айгуль Хамитова, Олег Кадыров, телекомпания СТВ. Такими были новости понедельника. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. Кроме того, свои новости, вопросы или пожелания вы также можете сообщать на сотовый телефон службы новостей 8 927 303 43 43, либо писать сообщения в Вайбере и WhatsApp. Связь доступна в рабочее время. На этом все. В студии работал Наиля Ахмедшина. Удачи и до встречи в эфире.